Сила каждого этноса в его единстве. Одна из особенностей Якутии – это то, что небольшой по численности в глобальных масштабах народ, проживающий на необъятных землях на северо-востоке российского государства, стремится сохранить свою целостность, в то же время не замыкаясь на собственных интересах. В древнем предании говорится о том, что жила когда-то в этих местах женщина из тунгусского рода, звали которую Нырбакан, от которой и пошел род нюрбинских, сунтарских и вилюйских якутов. Я когда-то занимался краеведением, фольклористикой и вообще музейными делами. Я очень много копался по истории нюрбинцев, да? И поэтому Нырбакан – это фольклорный персонаж. Но я думаю, не только фольклорная, но и историческая личность, потому что это слишком не очень такая давняя история нашего прошлого. Вот поэтому Нырбакан – это прародительница, можно сказать, современных тюрбинцев. Трое сыновей было, и они тоже фольклорные люди очень, которые стали родоначальниками сунтарских, нюрбинских якутов. Подтверждая слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о свободе гражданских инициатив, более 1,5 десятков лет Союз активно развивает в соотечественниках чувство гражданского долга, патриотизма, доброты и милосердия. Жизнь сложна и непредсказуема. В случае стихийных бедствий, тяжелых болезней и других ситуаций, когда человеку не справиться одному, на помощь первым придут неравнодушные земляки. Важнейшей задачей, созданной более 10 лет назад, единственной в республике общественной организации содействия в защите прав граждан «Союз Нюрбакан» и является объединение всех, кто прямо или косвенно имеет связь с одними из интереснейших мест республики Саха-Якутия с Нюрбинским районом. За 10 лет эта организация, и согласно уставу своей деятельности, показала только с позитивной стороны. Сколько людей обращалось за помощью к ним, да, вот они их не только эта организация консолидирует выходцев, уроженцев Нюрбинского района, но и помогает тем, начиная с молодых, студентам, совсем маленьким детям, к лечению, разных бытовых, социальных вопросах, да. Далее студентам устраиваться в общежитии, там какие-то проблемы возникли с ветеранами тыла, войны. То есть это очень нужные, консолидирующие, собирающие вокруг себя людей, именно нужные людям, социально значимые организации. И самым большим достижением, я считаю, ихним благодарность тысяч, это не десятки, а тысяч людей, которым они оказали практическую помощь. В этой организации можно сказать, что даже без регистрации очень много участников, членов, которые даже не числятся, но они принимают самое активное участие. Общественная организация участвует во всех общественных мероприятиях, каким-то образом связанных с Нюрбой, с Нюрбинским районом.
Вот, дни Нюрбинского района, землячество вот, не проходят без участия этой общественной организации. Вот. Связь с Нюрбинским районом поддерживается постоянно. Вот. И можно сказать, что вот, с развитием технологий, вот сейчас как раз такой век, вот, ну и в формате вот, постоянного общения связь она не прерывается. Если бы все наши ветеранские организации работали вот с таким запалом, с таким настроем, с таким, прям вот с таким убеждением и, самое главное, с удовольствием, с охотой, с удовольствием, то, конечно, у нас вот вообще в целом ветеранское движение бы продвинулось очень хорошо вперед. Ну, чего греха таить. У нас вот много числится организаций, которые некоторые на плаву, некоторые так, вот как я уже говорила, шалка-валка, но есть вот действительно в этом плане общественная организация Нюрбакан является для них примером и практически ведущей организацией в нашем городе. Союз Нюрбакан под руководством Алевтины Алексеевны Николаевой давно и плодотворно сотрудничает в тесном взаимодействии с различными государственными учреждениями, такими как Управление социальной защиты города Якутска, Управление пенсионного, в дело социальной поддержки ветеранов войны, тыла и Bu maqtal men istoriyadan jarıkana toqpa bu nahaju. Tösüs çakaha ilmenga mus anne killer bitter etler. Onu hotor kulağım bu katustağına olur. Biremet ki çap çap öte takkankaları. Onu kodaklarına acı yaptı böyle dillerim. Ona ilmenga itibara hacı bitter bu Alevtina Alexeyevna iti tas al bitter hep. O taslar bollağına mağan tas onu ototo kıpkıhlı bit. Onu bu her yıl bit hallaklar kanlara onunla ingen kal bitter ebitecek. Tönüne sallattırıp тұрыт боргар. Камзон молодец. Все события и мероприятия, проводимые организацией, освещаются в собственном печатном издании газете «Нюрбакан». Из ее материалов можно узнать о деятельности земляков, прочитать сообщения о достижениях, юбилеях, значимых датах. На общественных началах совершенно бескорыстно в газете работают Розалия Осипова и Розалия Федотова, многочисленные корреспонденты, работающие в разных сферах. Вот газета «Нюрбакан», которая выходит уже 5-й год, освещают те основные моменты из жизни родного Улуса района Нюрбинского, но и освещают те мероприятия, которые проводятся здесь, в городе Якутске, с участием их земляков. Да? И в этом плане газета очень информативна. Мы ими очень гордимся, потому что они, хоть и люди преклонного возраста, но они делают очень многое, чтобы был мост между, не только между Улусом, да, и городом, но это, я бы хотел сказать, это своеобразный мост поколений. Собирает вокруг себя очень много людей, начиная с молодых и кончая вот со стариками, да. И это своеобразный мост времени. Я хотел бы в первую очередь вспомнить о первом главе Нюрбинского района Петре Слепцове, вот, который создавал в свое время Нюрбинский район 200 лет тому назад. Знаменитом человеке, тоже главе района, Багут Степан Алексееве. Вот буквально мы через некоторое время будем отмечать столетие создания автономии в Якутии, и одни из первых революционеров, которые приняли активное участие
В этом движении их было очень много из числа нюрбинцев. Это и Степан Васильев, это и Михаил Мирожевский, это и Дора Жаркова, это и братья Донские, это и братья Габушевы, это Варфоломеев, Иванов. Ну, их очень много, притом такие были достаточно активные и деятельные люди. Буквально недавно мы отметили столетие Александры Яковлевны Овчинниковой, председателя Верховного Совета ЯССР в течение 17 лет, заместителя председателя Верховного Совета РСФСР. Она одновременно являлась заместителем председателя. Уважаемый Николай Николаевич Чусовской, второй герой, которого восстановили в статусе буквально недавно, это Николай Петрович Кудряшов. Таких фамилий достаточно много. Внутренняя миграция в Якутии достаточно активна, поэтому зачастую в якутских семьях можно услышать нюрбинский или амгинский зять, колымская или нерюнгринская невестка. И в столице республики проживает достаточно много выходцев из Нюрбы, которые в начале 21 века и объединились в союз Нюрбакан. Создание вообще общественной организации Нюрбакан, которая объединяет жителей уроженцев из Нюрбинского улуса, которые приехали сюда, в город Якутск. Можно сказать, что тенденция была в начале 2000-х и в конце 90-х, что очень много ярких представителей Нюрбинского района, целое, одно поколение, может, даже наших родителей, которым сегодня скоро 70 и так далее, переехали в город Якутск. Руководитель района должен понимать, что без объединения и консолидации всех человеческих и духовных ресурсов, культурных ресурсов, которые есть у района, и самое главное, человеческого потенциала, который разбросан по всей республике, который имеет какие-то корни и связь с родной Нюрбинской землей, то они могут оказать очень существенную поддержку для того, чтобы район консолидировался, что район понимал свою необходимость, что жители района думали, что и понимали общее состояние стабильности, связи поколений, связи тех ученых, руководителей, которые работают за пределами района, что они знают и помнят район, что они помогают им, посильную помощь оказывают и так далее. Поэтому даже та идея, которая у нас с Алевтиной Алексеевной есть, о проведении большого районного ИСЭХа с приглашением ведущих деятелей науки, культуры, искусства, заслуженных работников народного хозяйства республики и знатных людей, которые выходцы из Нюрбинского района, объединяющий такой большой районный ИСЭХ, он показал бы, что нюрбинцы имеют очень хорошую историю, хорошие гены и очень серьезный человеческий капитал. Общественная организация, образована силами выходцев с Нюрбы, это очень хорошо. Очень хорошо. Это значит, те, кто по какой-то иной причине, они переехали в город Якутск, они остаются в душе нюрбинцами и передают эти традиции, нюрбинские традиции своим детям и внукам. И в этом заслуга известных наших людей. И я очень хочу, чтобы эта традиция дальше развивалась. И по силе, все, что в моих силах, я в этом поддерживаю. И действительно, это Нюрбакан, это уникально, потому что образоваться легко, а 15 лет на голом энтузиазме практически держаться, это действительно подвиг гражданский. Спасибо им за это. Получается, Байтит и Нюрбакан очень хорошо сотрудничают. Проект у них был у Нюрбакана очень хороший, он до сих пор работает. Библио-видеотека называется. Получается, благодаря этому проекту шанс у наших активистов есть, чтобы помочь именно бабушкам, дедушкам, ветеранам войны и так далее.
Они просто приходят им домой и, получается, зачитывают книги, показывают фильмы различного рода, в дома престарелых, ну и так далее. Вот по всем домам они разъезжали, мы все показывали. Они очень рады, и нам тоже приятно вот так общаться, разговаривать, делиться опытом и так далее. Спасибо, вот хотелось бы сказать Союзу Нюрбакан за то, что они, получается, подключают нас, молодежь, в такую вот сферу деятельности, чтобы мы получали опыт с общением, ну, вот с общением с пожилыми людьми. Они рассказывают про свою жизнь, мы от этого получаем опыт. Рассказывают, как было в те времена, нам тоже это очень интересно. И получается, просто так общаться, делать добро, помогать людям. Это все-таки очень хорошо и очень положительные качества, то есть воспитывают в человеке, особенно в молодом поколении. Союз Нюрбакан во второй раз стал победителем конкурса грантов Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд» под названием «Мы рядом» по созданию БИБ-видеотеки волонтерской сети выездного обслуживания ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Собрали книгу, у них очень много книг, и многие наши сами пишут. Например, у нас учителя, большинство в нашем объединении, в нашем союзе, они сами пишут книги. Вот Прокопьев Михаил Яковлевич, он написал несколько книг, и которые авторы нам дарят. Ну, основная задача этой организации, прежде всего, оказать содействие удовлетворению духовных, моральных, культурных, социальных потребностей. И, в конце концов, оказание лучшем обслуживании медицинском, бытовом плане. Вот это очень организует и радует людей. И люди все шли и шли. Работают планово. Вот сегодня они уже общепризнанные общественные организации республики. Я скажу, что они лидер среди общественных организаций республики. В репертуаре ансамбля «Нюрбакан», руководимым Григорьевой Екатериной Николаевной, песни родной земли. Они несут память о прародительнице Нюрбакан. Участницы ансамбля не только украшают своими выступлениями праздничные концерты. Они радуют своим искусством на национальных праздниках ЭСЭХ, выступают перед ветеранами в санаториях и перед студентами, выезжают за пределы Якутии. Ансамбль побывал в Италии, Франции и других странах, и везде песни Нюрбакан вызывают аплодисменты и получают награды. Один из таких ярких моментов. Из гондолы, плывущей по каналам Венеции, льется якутская песня. И множество туристов из разных стран мира восхищенно аплодируют с мостов.
土的一个代表性的礼物，祝福大家，希望世界有和平。Бессменного председателя Союза Алевтину Алексеевну Николаеву знают и уважают за целеустремленность, и мало кто может отказать ей в ее просьбах помочь то с устройством ветерана на лечение, то с поступлением молодежи в учебные заведения, то с награждением достойных земляков или чествованием заслуженных деятелей нюрбинцев. Алевтина Алексеевна считает важнейшей задачей объединить земляков. Да, выходцев из Нюрбинского улуса, но мы стараемся, это республиканская организация. У нас есть зятья, эти невестки, все разных районов. У меня очень много других районов есть. Чурапча, Мая, ну и северные районы. Ездили в Горный улус, Вилюйский улус, Мегино-Кангаласский улус, ну и Нюрбу ездили мы там. Ну да, они приезжают к нам, мы их круглые столы проводим, тоже обмен опытом делаем, да, есть у нас это. У меня раньше в районе представитель была, в нашем районе, Валентина Васильевна Васильева. Она такую работу провела, конечно, ей большое спасибо огромное. Поддержала, конечно, но, увы, сейчас у нас такого представителя нету. В год 70-летия Победы она побывала в Великом Новгороде с особой миссией – получить из рук поисковиков солдатский медальон и личные вещи солдата Иннокентия Дмитриевича Васильева, все эти годы считавшегося пропавшим без вести. На этот раз получить медальон бойца прибыла целая делегация из Якутии. Удивительным образом совпало, что именно в запланированный приезд гостей с севера были найдены останки якутского солдата Васильева. Были переданы поисковиками отряда «Шкраб» руководителя Орловым Александром Николаевичем, нашего земляка, тарканского наслега, деревня Киров, Васильева Иннокентия Дмитриевича. Вот со мной стоит рядом его сын. К сожалению, он не смог присутствовать, потому что он инвалид, глухонемой, не мог получить этот медальон из рук отряда «Шкраб». Как выглядела Нюрбакан, в преданиях не сохранилось. Может быть, черты ее внешности, души, желание сделать мир добрее и чище переняли от нее такие женщины, как ставшая легендой первая революционерка Якутии Дора Самуиловна Жиркова. Свое место в этой галерее прекрасных имен есть и у Антонины Афанасьевны, и у Капитолины Капитоновны, глава Нюрбинского улуса Варвара Андреевна Петрова, и у Ольги Ивановны, и, конечно же, у той, которую можно назвать душой общественной организации Нюрбакан, Алевтины Алексеевны Николаевой. И пусть никогда не прерывается эта нить, ведущая от прародительницы в будущее. Пусть в каждом поколении возрождается новая Нюрбакан.